Каля 40 тысячаў зваротаў КДБ за 9 гадоў здабылі, абнародавалі кіберпартызаны. Чаму і што пішуць людзі ў сілавыя структуры, наколькі гэта масавая з'ява ў Беларусі? Наша тэма дня. Гэта падзея і каментар на канале Свабода Прэміум. Я Ганна Соус і мой суразмоўца, з якім мы абмяркуем вылічаныя звароты ў КДБ. Гэта былы следчы, прадстаўнік ініцыятывы былых сілавікоў Белпол Андрэй Астаповіч. Добрый дзень. Добрый дзень. Все зараз абмяркоўваюць у Беларусі і па-за межамі Беларусі гэтую навіну пра тое, што кіберпартызаны, яны заявілі, што здабылі шмат закрытых звестак у выніку ўзлому сайту КДБ, і вынікі сваёй аперацыі яны назвалі злівам даносаў у КДБ і выклалі ў адкрыты доступ каля 40 тысяч зваротаў, пададзеных праз сайт КДБ за 9 гадоў. Я шмат з іх прачытала, канечне, яшчэ не все. Які ваш аналіз гэтых зваротаў, на якія групы вы бы іх падзялілі? Ну, в первую очередь, мы бы очень благодарны киберпартизанам за их работу. Это действительно качественная работа. Если по группам, конкретно касающимся вашего вопроса, это, наверное, те, кто находится на территории Республики Беларусь, люди. Следующее, те, кто за границей в различных странах и доносят на тех же белорусов, находясь уже в странах Европейского Союза, США, Канады и так далее. То есть на такую, наверное, категорию. Ну и можно выделить, допустим, иностранные граждане, которые доносят в отношении белорусов. То есть это уже не сами белорусы, а другие граждане. Это, наверное, одно из самых таких ключевых интересных моментов из того, что наша организация заметила из этих писем. Посмотрели, проверили, есть и на наших сотрудников доносы, соседи доносили там, и в 2020, и в 2021 году. Вот в таком ключе. А на вас были? А на вас особисто были? Нет, на меня лично нет. На наших некоторых публичных есть. Она в открытом доступе, фамилии известны. Можно понять, на кого, кто как доносил, посмотреть по публичным сотрудникам Белпола. В каком ключе доносят и что пишут. Ну, нашли там Бондарева, что доносила на кого. То есть такое интересное посмотрели. Там, в том числе есть на Лукашенко один донос. Кому интересно, можете посмотреть, что люди пишут, как он там трупы грузит в автомобиль, в КГБ писали и все остальное. Есть комичные моменты, есть достаточно серьезные. Если кто как относится, на другую часть вашего вопроса дать пояснение. Это внутри страны и за ее границами. За ее границами, скажем так, коллеги белорусских спецслужб, местные спецслужбы, европейские спецслужбы, я думаю, внимание очень серьезно обратили на данные списки. И те, кто попал с той или иной страны, там, допустим, с Польши, с Литвы, как свои граждане, так и белорусы, которые занимались этими обращениями о доносах и сообщали какую-то информацию чувствительную. Это такие моменты любую спецслужбу государства в первую очередь интересуют, и они этим, естественно, будут быстрее всего заниматься. Как углубленно, усмотрят ли они составы преступлений, это уже не моя компетенция, не компетенция моих, скажем так, коллег из Белпола. Это уже суеверное дело каждого государства и спецслужбы, которые защищают интересы этого государства и граждан его в отдельности. Ну, я б сказала, ёсць яшчэ такая катэгорыя асобная на беларускіх добраахвотнікаў, ёсць даносы, так, даносы ці звароты, як это можна назваць. Вот ёсць звароты, звязаныя з імёнамі пэўных палітыкаў, там на Пуцілу нехта, ці там на Паўла Латушку, таксама ёсць такія людзі, якія хочуць працаваць са спецслужбамі, але ёсць людзі, якія проста хочуць нейкія свае асабістыя пытанні, выглядае, што вырашыць, там і жонка скардзіцца на мужа, нешта прыдумляючы ці не прыдумляючы, так. А ёсць такая катэгорыя яшчэ, як, напрыклад, блогер Антон Матолька. Ён, калі жыў у Беларусі, занімаўся тым, што пісаў розныя афіцыйныя структуры, скаргі, ідзе тлумачыў сутнасць нейкіх праблемаў, і там вот ягоныя звароты якраз абнародаваны. Таксама ён звязаны з тым, што ён просіць КДБ звярнуць увагу на незаконнасць пабудовы пачатку будаўніцтва побач з курапатамі, так? А як вам падаецца, вот ёсць нейкае этычнае пытанне тут, вот выставлення всіх гэтых даносаў, бо яны могуць быць самыя розныя, так? Во-первых, надо учитывать количество информации. Там сам этот документ, который открываешь, не знаю, у кого какая техника, но достаточно даже сложен для обработки, требует времени
для загрузки, при поиске. То есть объем информации очень массовый и большой. Добыть такого рода информацию, ее проанализировать и выдавать частями или не выдать вообще никак не отреагировать. Это такой вопрос, мы боремся или не боремся просто с режимом. Точно так же, когда, легче всего на примере сказать, в Украине говорят, вот вы сопротивляетесь агрессору России, поэтому у вас люди гибнут. Типа вот такой же логики я бы склонялся. То есть если кто-то может лучше найти способ борьбы, пусть делает этот свой способ борьбы, борется, показывает результаты. Организаций, к сожалению, в демократическом сообществе, тех, которые показывают результаты, не так много. Поэтому мы, как организация Белпол, очень благодарны киберпартизанам за то, что они эту работу сделали. Можно ее сделать лучше, но можно 10 раз рассказать, как ее можно сделать лучше. Только нету тех, кто ее делает. Понимаете? Суть в этом. Отучить людей от таких доносов, хороший показатель, я согласен. Когда ты понимаешь, что в любой момент киберпартизаны могут ту или иную базу данных открыть, вскрыть, обнародовать, где эти доносы будут показаны, что вы писали, будет показан ваш адрес, откуда вы обращаетесь, ваши данные, фамилия, имя, номер телефона, почта, вас всех найдут. Это достаточно серьезный момент, который может сдерживать тех же лукашистов, как их называют. Один из нюансов. Поэтому у меня видение, что это позитив, а не негатив. Лично, я хотела запытацца, вы калі працавалі у следчым камітэце, ці даводзілася вам працаваць вот з такімі зваротамі ці даносамі, калі людзі вам пісалі? Пра што звычайна пісалі, на каго скардзіліся і якая рэакцыя, ці яна абавязковая была? Не, это разные задачи. Это не задачи Следственного комитета, он расследует уголовные дела. Обращаться с заявлением о нарушении прав человека, и они уже описывают. Или неустановленное лицо там похитило мое имущество, причинило мне такой-то, такой-то вред. И проходит полноценное расследование с доказыванием, скажем так, вины или же невиновности того, кого обвинили. Это не ключи а-ля доносов тех, которые я почитал из того, что я успел там проанализировать, посмотреть. Понятно, я там все эти 40 тысяч не смотрел. Я смотрел выборочно то, что было интересно мне. Там задачи и подходы совсем разные. Это есть обращение граждан. Там граждане обращаются по тем или иным своим проблемным моментам. То есть проблемам. Они обращаются... Вот я считаю, что здесь нарушены мои права. И помогите мне разобраться, есть ли тут состав преступления или нет. Туда они иногда бывают смешные в плане того, что там даже административного состава нет, не то что уголовного. Но это не донос в качестве фальшивого поклепа или доклада, где тот или иной человек, находясь в Европе, лишний шаг сделал. И вот имейте в виду, можете как-то отреагировать, можете прийти, повоздействовать на его родственников, надавить здесь, на эту ключевую точку, на ту, взять на компромацию. То есть такого в Следственный комитет не поступает, потому что это орган для расследования преступлений, а не для проведения оперативных комбинаций. Наверное, основное в таком ключе. От вельмі часто цитують Давлатова, який казав про те, я тут докладную цитату не приведу, але сенс такий, що у репресіях винуваті не тільки Сталін, але й мільйони, хто писали доноси. А от на які б категорії ви поділили людей, які пишуть доноси? Надо, наверное, еще такой момент обсудить. Там не все доносы. Там есть и обращения те самые граждан. То есть по поводу документов, в том числе какой-то проблематики самого человека. То есть там все-таки какой-то процент есть недоносов. Нельзя вбить фамилию, имя человека, не прочитав абзац этот небольшой, о чем он сообщал, что он просил, что он требовал, и сразу его обвинить, что это доносчик. То есть там не все 40 тысяч доносчиков. Вот примерно, но только вы в том числе описали. Кто-то требует восстановления своих прав, кто-то высказывает свое «нет» и, скажем так, выражение, набрался смелости, написал КГБ, какие они действительно плохие и что они нарушают закон, и многие другие высказывают. Те, кто действительно рассказывал на, как они считают, преступлениях демократических сил, о их передвижении, или о каких-то госсекретах и неправильных действиях, допустим, по их мнению, европейских стран,
находясь на территории этих стран, это шпионаж, за это можно действительно сесть. По отношению, чтобы повоздействовали на родственников, это, наверное, именно то высказывание, которое вы упомянули, идеальнее всего, что точно такие же соучастники во всех преступлениях режима, потому что они прямым своим текстом просят повоздействовать не на лицо, которое, допустим, удалось уехать из Беларуси и находится на безопасной территории, а они просят повоздействовать на тех, кто остался внутри страны. Ну, это по-скотски, по-другому не скажешь, и за такое надо отвечать. И за это вполне должна идти справедливая ответственность. Вот калі распаўся Савецкі Саюз, архівы КДБ не былі раскрытыя, ну, можна было звярнацца па некаторых асабістых гісторыях, але збольшага яны засталіся закрытымі. І адно з тлумачэнняў было тады, што калі людзі даведаюцца пра тое, як на іх даносілі суседзі, як далей яны будуць побач жыць. Наколькі, вось, як вы мяркуеце, у таталітарнай дзяржаве даносы заахвочваюцца і наколькі гэта сапраўды шырокая з'ява? Ну, здесь у нас данные с 2014 года по 2023. В основном мир в этот период уже был такой электронного образца. Как говорится, бумагоморательства уже было куда меньше, от руки люди уже к тому моменту, многие отошли от написания письмен. Как раз это писалось все в электронном ключе. Поэтому большинство вот такого рода доносов и желающих, они все-таки, быстрее всего, в этот список попали. Ну, не считая уже прямой агентурной связи, которая прямо на зарплате, которая уже, скажем, находится, за ней закреплено лицо ответственное, с которым они в явочных квартирах могут встречаться, в явочных местах, обсуждать те или иные встречи, и там более высокий уровень. Здесь же больше те, которые могут быть полезны, может и бесполезны, где-то просто жалобщики, вот такое ключо, в таком ключе. Но эта часть зафиксирована, она попалась. То есть век технологий упрощает, скажем, возможность получения таких данных и их сохранность в первую очередь. Потому что на бумаге архивы тех же времен СССР, сколько уже их было уничтожено, этих данных, и далеко не факт, когда будем возвращаться, что они могут быть не сожжены, допустим. Или они в настоящий момент уже не уничтожены. Их сложно хранить, и бумага та же подвергается эрозии и всему остальному, и все эти данные могут быть удалены. Электронный след – это вещь куда более злая, можно сказать, такую злую шутку играет для таких доносчиков. Это остается куда проще, особенно все, что попадает в сеть, это вообще невозможно удалить, просто никак. Ну, і я так думаю, што вот, мы маем інфармацыю пра 40 тысяч, але іншымі спосабамі, калі паступала інфармацыя ў камітэт дзяржаўнай бяспекі, ну, гэта не трапіла вот пад гэтую аперацыю кіберпартызанаў, ну, што з'ява можа быць шырэйшая насамрэч. Мы маем толькі вот, ну, один спосаб звароту у КДБ, а іх яшчэ некалькі, напэўна. Ну, это не будет то, что я сейчас скажу, прям прямым ответом на ваш вопрос. Но если так посмотреть, киберпартизаны свою деятельность активно осуществляют с 2020 года. Это как результат того, как повел себя режим, отсталый по мне, на мой взгляд, режим в технологиях, и что он начал делать с айтишниками. Тушить, выдворять из страны. Естественно, люди правильно что ответили? Ответили тем, что они готовы бороться, объединяться и давать отпор этому режиму в тех, скажем так, навыках, руслах, в которых они сильны. И вместо того, чтобы хоить или леять такого уровня специалистов, они разогнали их, уничтожили весь IT-сектор в Беларуси, все успешные компании покинули его, и они получают этот результат. Как бы это КГБ не прижилось с ОАЦом, еще с кем-либо, у них нет высокого качества специалистов, и они не могут никак противодействовать с 2020 года, нынешний это 2024 год, эти утечки постоянно и взломы происходят. Коли вы памятаете, так, они вот были... будут происходить, поэтому такого уровня информацию будут добывать постоянно, потому что противодействовать с зарплатой того же самого КГБшника, с зарплатой особенно сотрудника милиции или Следственного комитета сотрудника, вы никогда в жизни не сможете, и такого уровня специалиста с такими зарплатами вы не найдете. А выгнанный из своей страны айтишник, он будет зарабатывать те огромные средства,
и иметь еще огромные возможности, навыки и знания для того, чтобы вот такие зломы в отношении режима и его прислужников совершать. Я хотела б згадаць яшчэ один такі зліў, які адбыўся ў 2020 годзе, калі не памыляюся, можа, пачатак 2021 году быў, та званкі доносчикаў у міліцыю на людзей, якія там выходзілі на дваравыя маршы ці удзельнічалі ў мірных пратэстах, ці вывешвалі сцягі. І журналісты тады з розных выданняў званілі гэтым людзям, пыталіся, чаму яны это зрабілі, чаму яны лічаць, это трэба рабіць, так? І, збольшага быў дакументальны фільм тады, недавно так зроблены на канале «Настоящее время», якраз вось пра гэтую з'яву, там было шмат тэлефанаванняў гэтым даносчыкам, і збольшага ніхто з тых, хто тэлефанаваў у міліцыю, не раскаиваўся. Ніхто не лічыў, што яны робяць нейкую непрыгожую справу. Вот у сувязі з гэтым у меня такое пытанне. Вот гэтае абнародаванне, яно для каго важнае? Каб вакол людзі ведалі, каго асцерагацца, бо выглядае тым, хто даносіць, ім сорамна не будзе. В нынешний момент это важно, во-первых, для тех, кто находится внутри страны, и он понимает, он может посмотреть, доносят на него или нет. Если у него сосед доносчик, и как с ним вести себя, то есть быть более осторожным, понимать, кому можно, с кем общаться, с кем нельзя, опасен этот человек, не опасен. Это один момент. Следующий момент для тех, кто выехал, чтобы обеспечить безопасность свою, безопасность своих родственников, и здесь в том числе видеть, где доносят, какие граждане могут донести на вас. Для тех же безопасности стран Европы мы с вами обсудили. На основе этой базы они могут действительно обеспечить дополнительную безопасность своей страны. Следующий нюанс. Надо не забывать, что вместе с этим, с этой базой данных, киберпартизаны еще сделали систему распознавания лиц сугубо для КГБ, бот специально, где они могут просто закидывать фотографию, и вам будет выдавать ответ. Это сотрудник КГБ или нет, или у вас паранойя. То есть люди, которые здесь себя чувствуют в какой-то, допустим, небезопасности, им показалось, что за ними следят, еще что-то, могут сфотографировать это лицо, загрузить, проверить. А такие случаи бывают, нам даже в бот пишут, допустим, а вот мне за мной следили, вот мне кажется, этот человек такой, вот такой. Те же службы, спецслужбы различных стран могут проверять тоже подозрительных граждан через эти списки. Списки КГБ они потеряли. То есть через этот сайт, через другие способы сотрудники доблестные этой спецслужбы лукашенковской. Фотографии, паспорта прикрытия своих сотрудников они потеряли. Тех лиц, которые им доносят, они потеряли. Зачем такая спецслужба вообще нужна? Только для одной цели – защищать Лукашенко и кошмарить собственный народ. А при возвращении и установлении демократии в стране такого уровня специалисты, наверное, нам не нужны. Нам нужны больше уровня, как киберпартизаны, которые обеспечат защиту этих данных и личных данных всей страны, которые тоже, кстати, ОАЦ наш доблестный вместе с КГБ таким же образом продолбали. Каждый паспорт, каждые любые данные, вплоть до всего. Просто эти данные все утекли. И куда они утекли? Понятно, что в открытый доступ чуть ли не. Поэтому тут я не знаю, как это все комментировать. Как специалисты, они просто никчемные. Могут они только ровно одно. Вдесятером нападать на одного безоружного белоруса, ставить его у какой-нибудь стены, двери, избивать и записывать покаянное видео. Это все, на что они способны. Падчас так званого Всебеларускага народного сходу, калі уважліва слухаць, што там гаварыў розныя дні і шмат Александр Лукашенко, там я дакладна не працытую, але была фраза, якой ён казаў, што ёсць правалы ў спецслужбаў. Праўдападобна ён мог мець на ўвазе якраз гэты взлом з боку кіберпартызанаў. Як вы думаеце, што цяпер адбываецца ў КДБ? Честно, у меня раньше была работа там следователем, где можно было пословицу подсунуть, надо, чтобы раскрыть преступника, думать как преступник, еще что-нибудь. Сейчас нет никакого желания думать и прикидывать, как мыслят эти преступники, якобы в погонах, якобы КГБ, там, УАЦ, еще какие-нибудь, без разницы. Для меня они все едины, все они прихвостни Лукашенко и прикрывают вот этот ОПГ семьи, ЗАУ семьи, как некоторые говорят, и все остальное, которые воруют
рассказывают, что они самые честные хозяйственники, но еще раз воруют. А следующее за вот это остатки крошек, которые они наворовали, это семейство, готовы избивать своих сограждан, прикрываясь еще какой-то конституцией, якобы написанной под это ЗАО «Семья», и прикрываясь вот этими погонами, какими-то присягами и еще чем непонятно чем. Это не спецслужбы, это самое ключевое, не офицеры. Они недостойны звания такого, как офицер, таких понятий. Это преступное подло. Вот для меня, наверное, понятие такого. Ни профессионализма, ни чести, ни достоинства, ничего. Только одна ложь и лицемерие. Даже про тот же паспорт, который они выставляли как спецоперации. Вот их всех спецоперации. А что они могут? Красивую картинку на БТ, где им никто не спорит, не скажет, и все будут кивать головой согласно, и все остальное. Что касается конкретной работы, киберпартизаны и многие другие их уже лицом в грязь кунают на протяжении всех 4 лет. Вот вы сказали, что еще, натурально 40 тысяч зворотаў не прочитаешь, или з таго, что вы прочитали, якія з іх найбольш варты грамадскай уваги, опублічвання, анализу? Я смотрел то, что меня интересовало. Проверил себя, проверил своих знакомых, сотрудников знакомых проверил. Кто, по моему мнению, мог бы доносить, тоже проверил. И посмотрел, насколько сильно с иностранных государств, из каких государств идут эти доносы. То, что интересно, как можно противодействовать и как можно привлечь этих людей. Потому что пока на территории Беларуси мы этих доносчиков, скажем так, не сможем затронуть, кроме как опубличивания этих данных. Но есть те лица, которые, допустим, на территории того же Евросоюза, или той же Украины, или США, или еще каких-то стран занимаются такой деятельностью. Я считаю, что это тоже неправильно, и нужные органы должны об этом узнать. Это была моя цель, а прям вот выискивать наиболее интересное. Если хотите посмеяться, вбейте в этой базе поисковой запрос Лукашенко. Почитайте, там есть свои определенные нюансы смешные, где на него пишут, как он там трупы машины засовывает и все остальное. Понятно, что это... почитайте, если захотите. Ту же Бондареву можно почитать, посмотреть, как она доносит на всех подряд, что она пишет и как она пишет. І так само, напевно, гісторія, зв'язана з лістом так званої фрау А. Калісьці гэты ліст, не гэты ліст, а перароблены ліст стаў падставай для справы Белага легіёну, калі шмат людзей трапілі за краты, калі зварот у КДБ быў перапісаны іншым чынам і стаў падставай для завядзення крымінальнай справы. Да, я слышал, лично не находил это письмо еще, не добрался, но слышал. Я понимаю, о чем речь. Мы запрашалі на наш эфир прадстаўніцу кіберпартызанаў. Яна з тэхнічных прычынаў не змагла трапіць. Мы спадзяемся, што бліжэйшымі днямі таксама атрымаем яе каментары. Адно у мяне з пытанняў было пра тое, ці атрымалі доступ яны да таго, якім чынам рэагавалі супрацоўнікі КДБ на гэтыя звароты, якія ішлі ў справу, якія не ішлі, як далей гэта супрацоўніцтва з людзьмі развівалася. Вот для вас гэтая інфармацыя была б важная, наступны крок гэтых зваротаў? Там, во-первых, каждому письму у них, у киберпартизан, есть больше информации, прикреплялись еще определенные, допустим, файлы, документы. Это уже есть у них. Они это в публичный доступ не выкидывали, это доступ у них в таком ключе. Насколько я пообщался. Я спросил, о чем можно с вами обсудить в киберпартизан, пообщался с ними. Основные тезисы я, в принципе, от их лица довел. Более углубленно вам уже сама Юлианна пояснит. То есть тезис о том, что это грандиозный провал КГБ, я рассказал. Затронули мы и систему распознавания лиц, затронули мы и все списки сотрудников КГБ, которые они тоже в том числе упустили. Они себя защитить не могут, свою службу, своих сотрудников, кого они защищают в государстве, кого они пытаются защитить. Поэтому за большими подробностями, я думаю, это уже к Юлиане. Она, как официальный представитель киберпартизан, даст ответ на более широкий кластер вопросов. По тем нюансам, которые нам, как силовикам, были интересны и продвинуть киберпартизан, я думаю, мы уже поговорили, обсудили более чем широко и моей компетенции. Дзякуй вялікі. Гэта быў былы следчы, прадстаўнік ініцыятывы былых сілавікоў Белпол Андрэй Астаповіч.
Я, Ганна Соусь, развітваюся з вами. Заставайтеся са свабодай і ў бяспецы.